Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Более 250 тысяч человек попадут в реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к 2022 году, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей. Что это дает представителям северных народов, как включиться в этот реестр и в целом о правах жителей сурового Севера мы поговорим с вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, председателем Совета старейшин юкагирского народа, научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Вячеславом Шадриным. Вячеслав, я вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, началась ли работа по включению в реестр и что это дает, самое главное, коренным народам? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, работа уже началась. Есть уже заявления, которые отправлены в Москву, и есть уже те заявления, на которые получены отказы, и те, которые уже рассматриваются. Вот. Мы начали серию семинаров для объяснения, что и как необходимо, как заполнять эти формы. Все-таки это очень достаточно бюрократический процесс, требует достаточно такого четкого и точного оформления всех документов. Ну, во-первых, вначале, конечно, что это дает? И почему вдруг этим занимается Москва, а не, например, Якутск? Потому что большая часть оставшихся каких-то преференций для коренных малочисленных народов Севера, они предоставляются федеральными органами управления. Во-первых, это более ранний выход на пенсию, то есть для наших пенсионеров коренных малочисленных народов Севера сохранены старые как бы, параметры выхода на пенсию, то есть 50 и 55 лет. Второй комплекс преференций для коренных малочисленных народов Севера связан с приоритетным доступом к биоресурсам. Это промысел и рыболовство. То есть вот в принципе самые основные преференции, которые еще сохранились в той или иной методе, в той или иной форме, вернее, для коренных малочисленных народов Севера, они регулируются именно федеральными законами, находятся в поле зрения федеральных органов. Ассоциация малочисленных народов Севера работает по всем животрепещущим вопросам, которые волнуют все-таки представителей КМНС. Скажите, в каких сферах наблюдается больше всего проблем и на чем вы делаете акцент все-таки в своей работе? Вот эти основные проблемы, связанные с коренными малочисленными народами Севера, наверное, можно разделить на два блока. Первый блок связан с этнической идентичностью. Это сохранение языка и культуры. Несмотря на то, что у нашей республики очень хорошие достижения, определенные, есть очень много того, что мы можем представить миру именно в сфере сохранения языков и культур наших народов, тем не менее ситуация с их сохранностью остается очень сложной. Вот, к примеру, вот у нас, у юкагиров, всего осталось уже менее 20 носителей. Второй блок основных проблем, он связан с традиционным природопольством, вот, о которых я говорил вот именно в связи с составлением реестра. Это именно, опять-таки, охота и традиционный рыболовство. Ну, в эту же несу к этим проблемам и оленеводство. Во-первых, первый блок, это вот именно вот в этом разделе, это связано с землей, потому что охотугодия, рыболовные участки, оленьи пастбища до сих пор, их оформление и их юридический статус до сих пор испытывают очень много разных вопросов. И именно проблем, связанных с тем, что у них не обеспечивается право коренных народов именно на обеспечение приоритетным доступом к этим угодьям. И в этой же связи скажу о том, что мы стоим перед фактом того, что большинство наших людей должны за пользование своими угодьями, участками, пастбищами, должны будут платить арендные платежи. И мы тоже выступаем вот за то, чтобы реализовывались нормы федеральной законодательства, где продекларировано и четко записано о безвозмездном пользовании. Хотел бы обратить внимание, что вообще северные районы достаточно уязвлены в своих правах на представительство в Государственном собрании ИЛТУМЕН. Вот, к примеру, вся северно-арктическая зона практически по площади равна половине территории Республики Саха-Якутии. Но
количество депутатов, которые представляют эту огромную территорию, на самом деле всего лишь 4 в настоящий момент. Всего 4 человека. И это очень достаточно печальный факт. А если сейчас у нас стоит вопрос о сокращении депутатского корпуса, то, конечно, это число еще больше уменьшится. В этой связи мы бы хотели вернуться, наверное, к положению, которое в 90-х годах достаточно бурно обсуждалось. Это о квотировании представительства от коренных малочисленных народов Севера в государственных представительных органах. В последнее время мы все чаще говорим о законе об этнологической экспертизе, который уже работает не первый год в Якутии, но и в других регионах нашей страны. И этот закон стал примером цивилизованного взаимодействия представителей родовых общин и недропользователей. Скажите, все ли вопросы удается решать с помощью этого закона? Ну, начну с того, что Республика Саха-Якутия, наверное, является самым передовой в Российской Федерации именно в сфере регулирования отношений коренных народов с промышленными компаниями. В нашей республике разработан целый ряд законов, которые направлены на это. Среди них уникальным является закон о этнологической экспертизе. То есть любой хозяйственный проект, который будет реализовываться на территории проживания коренных малочисленных народов Севера, этот проект должен пройти этнологическую экспертизу. Это особая такая целая процедура, начиная от научного исследования до экспертизы, обсуждения и принятия решения. Есть еще ряд законов, например, о защите исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, Республики Саха-Якутия. Вот буквально 2 года назад принят такой уникальный тоже закон о социальной ответственности хозяйствующих субъектов. И это все вот как раз как бы идет все в одну канву, именно иногда я называю это, такой термин использую, что это легальное принуждение к диалогу, законодательное принуждение к диалогу. Я считаю, что это очень важный момент. Сказать, что этот пока инструмент у нас очень успешно работает, пока не могу. Да, закон работает, да, он реализуется. На сегодняшний момент у нас проведено 26 экспертиз. На самом-то деле это очень мало. Почему? Потому что закон об этнологической экспертизе уже 10 лет. То есть за 10 лет 26 экспертиз. То есть в среднем около 3 в год. Во-вторых, почему это мало? На территориях коренных малочисленных народов Севера действует более 1000 различных хозяйствующих проектов. То есть это и добыча золота, алмазов, нефти, газа и много-много другого. Более 1000. И из них только 26, которые прошли этнологическую экспертизу. Понятно, что это совершенно несопоставимые цифры. А подскажите, а можно ли уже дать какие-то комментарии по поводу ситуации, о которой буквально вот накануне рассказали СМИ? Был обнаружен автозимник, пролегающий по территории налейных падбищ, по территории родовой общины. Есть ли уже Общины какие-то, Тяня. да, есть ли уже какие-то данные, как ситуацию можно прокомментировать? Все-таки этот закон не работает или не уследили, просто найдем и накажем? Вот ситуация с общиной Тяня, она достаточно наглядный пример, насколько этот закон пока еще не действует. Вот. Во-первых, вы, наверное, в прошлом году вся общественность нашей республики была взбудоражена известием, что глава общины Тяня, депутат Государственного собрания нашего Илтумен Арсентий Прокопьевич Николаев арестован. Именно арестован в силу каких-то там взаимоотношений по заявлению вот этой компании Нерюнгли-Металлик. В то же время именно Арсентий Прокопьевич Николаев в свое время был первопроходцем вот налаживания каких-то конструктивных отношений промышленной компании вот с Нерюнгли-Металлик, вот своей общины. И мы всегда показывали, что это как результат. Потому что именно община Тяня
администрация Тянского наследия были первыми, наверное, такими нашими представителями, которые заключили официальные договора с промышленной компанией. Но сумма тех платежей, к сожалению, оказалась очень низкой. Ну, звучит, конечно, хорошо сейчас, 1 миллион рублей и так далее, ежегодно они должны получать. Но на самом-то деле, с учетом того, что оборот нервной металлик оценивается миллиардами рублей, то это, конечно, просто какие-то, наверное, стеклянные бусы. И вот именно это яркий пример вот этого ситуации, что он пока еще некоторые компании позволяют себе игнорировать наш закон. И мы все-таки будем настаивать на принятии очень жестких мер. Наверное, вы в этих новостных информациях читали о том, что обратились в Министерство экологии и природопользования. Будем обращаться в прокуратуру на все уровни, требовать для того, чтобы данная компания обязательно прошла все процедуры экологической экспертизы и согласовывала любую свою деятельность на территории России, в том числе и прокладка таких инфраструктурных объектов, как дороги и так далее. Ну и, конечно, не могу не спросить вас об Арктике, о которой в последнее время говорят очень много, ну и, конечно, о людях, живущих там. На ваш взгляд, те изменения, которые сейчас там происходят, и усилия, которые прикладываются, начали ли сказываться на жизни и быте северян? Да, вот здесь у меня очень двоякое отношение. С одной стороны, вот та стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, которая утверждена в Российской Федерации и так далее, у меня складывается ощущение, что она написана с языком прошлого века, с опозданием на 50 лет. Там в основном почти 90% всего посвящено промышленному освоению. Но, тем не менее, мы не занимаем полностью негативную позицию. Мы согласны, что то, что развивается, мы должны каким-то образом налаживать диалог. И вот когда при нем разрабатывался и обсуждался проект закона о поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне, мы тоже принимали активное участие, потому что мы сразу высказали, что этот закон действует только для промышленных компаний, потому что порог 500 миллионов рублей инвестиций ни одна община, ни одно предприятие, связанное в традиционных отраслях, не сможет преодолеть. То есть мы не сможем пользоваться теми преференциями, которые дают кому-то. И мы настаивали, что эти преференции должны быть предоставлены в том числе и местным жителям. Во-вторых, был принят целый блок документов, которые в той или иной мере пытаются учитывать наши интересы. Например, принят документ стандарт экологической, или, вернее, стандарт социальной ответственности резидентов арктической зоны Российской Федерации. Конечно, вместо ожидаемого такого документа мы получили пока только набор принципов, больше носящий такой рекомендательный характер. Но наша задача в том, чтобы хотя бы этот документ начал реализовываться и использовать его как инструмент, причем то есть документ федеральный, чтобы все-таки составлять те промышленные компании, которые у нас работают, все-таки решать социальные задачи местного населения. Это была программа «Актуальное интервью» о реестре коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, о проблемах коренных народов и возможных путях их решения. Мы говорили с вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, председателем Совета старейшин юкагирского народа, научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук Вячеславом Шадриным. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.